Добрый вечер, с вами программа «Якутия Лайф» и Иван Луцкан. 6 дней назад стартовала запись детей в первый класс. В минувшие годы, чтобы отдать ребенка в школу, были и списки, очереди, и ночевки возле ворот учебного заведения. Насколько все изменилось в Якутске, как обстоят дела с записью в первый класс в республике и с какими сложностями сталкиваются мамы и папы будущих первоклассников, узнаем сегодня у наших гостей. На прямой связи со студией начальник управления образования города Якутска Алексей Климентьевич Семенов, главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия Дмитрий Валерьянович Габышев и председатель родительского комитета города Якутска Туяра Валерьевна Колесова. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Зрители могут задать свой вопрос уже сейчас по номеру нашей горячей линии в мессенджере. Это WhatsApp 8 914 235 0502. Также родители будущих школьников могут позвонить и в прямой эфир по телефону 8 41 12 42 14 39 и прямо напрямую спросить у наших экспертов то, что их интересует. Ну и сразу вопрос тогда. В прошлые годы происходил обвал сайта, когда тысячи родителей первоклассников пытались записать своих детей в школу. Алексей Климентьевич, возникали ли сейчас такие технические сложности вот в этом году за те дни, которые уже идет запись в первый класс? В этом году запись была только по городу Якутску, поэтому сервер был не так сильно загружен. И поэтому технических проблем нынче не было. А как можно оценить вот на данном этапе запись в первый класс? Насколько это было сложно? Были ли какие-то, может быть, недочеты устранены, которые были в предыдущие годы? Нынче, в первый день поступило больше 3500 заявлений. И на 5 число у нас поступило 4047 заявлений в первый класс. И так как по времени растянуться с 1 апреля по 30 июня, думаю, что таких проблем, как в предыдущие года, у нас не будет. Но приказы по образовательным учреждениям выйдут только в течение 5 рабочих дней. Это с 3 по 5 июля. Поэтому, наверное, волнение у родителей некоторые будет, но я думаю, что после обработки всех заявлений родители уже будут знать, кто конкретно поступит в школу, поэтому такие стрессовые состояния уже будут минимальны. Спасибо. Дмитрий Валерьянович, теперь вам вопрос. Да? Еще несколько лет назад, и мы это помним, в Якутске люди составляли списки еще осенью и ночевали в машинах перед школой в день приема заявлений. Сейчас в столице республики уже работает онлайн-запись. Алексей Климентьевич сказал, что в целом уже ситуация выровнялась. В районах Якутии только начинают внедрять систему электронного приема заявлений. В каких улусах это уже реализовано и есть возможность подать заявление посредством портала? Добрый день еще раз. По итогам 2020 года у нас участвовало в электронном приеме заявлений, осуществлялся в 21 муниципальном районе. В этом году показатель этот чуть больше, и в целом по районам рассчитываем в этом году достичь до 60% и выше от общей доли заявлений именно в электронном. А какой перечень районов? Можете хотя бы их перечислить? Я, по-моему, только цифру услышал. Да, я могу перечислить районы-лидеры в этом плане, которые показывают наибольшее количество поступающих заявлений в электронном виде. Это у нас Алданский область, уже не первый год, Верхнеслюйский область, Вилюйский, Иркутский, Намский, Нюрнбергский, Нюрнбергский, Тайпурский, Оленевский, Сунтарский, Татинский, Тампонский, Усалданский, Кангасский и Чурапинский улусы. То есть жители этих улусов или только райцентров могут подавать заявления посредством портала? Понятно, что они лидеры. Возможность существует для жителей всего района. То есть не исключительно для жителей, да? Но зачастую
малокомплектных школ. Такой надобности или нет, поэтому родителю проще пойти в школу и пойти. Спасибо. Туяра Валерьевна, ну, вам как вопрос представителю родительской общественности, поступали ли вам сигналы в этом году, сталкивались ли родители первоклассников при подаче заявления в школу с какими-то трудностями, проблемами, или в этом году более-менее все прошло уже организованно? Добрый вечер. Ну, в этом году, я скажу честно, все идет спокойно, налаженно, как говорится. У нас электронная очередь, поэтому как таковых проблем именно при поступлении в первые классы в этом году вообще практически нету. Единственное, конечно, раньше к нам поступали такие заявления, ну или, скажем так, письма, то, что вот родители, те родители, у которых дети учатся, старшие братья, сестры, в данной школе, например, да, и пришла пора поступить младшему ребеночку в эту школу, но у них с пропиской там проблемы, потому что, ну, или они продали квартиру, переехали в другой район. Вот с этим обычно мы сталкивались раньше. Это была такая огромная проблема, скажем так. Особенно это касается многодетных семей. Мамочки, которые переживали, что детей будут свозить в разные школы из разного района, например, города. Это вот была проблема. И нам очень отрадно, что с этого года, именно с 1 апреля, запись в первые классы пройдет по новым, скажем так, там нововведения появились, и в порядок приема, например, дети, которые, ну, более преимущественно они имеют право в те школы, вот, в которых обучаются старшие братья и сестры, вот это очень нам отрадно, вот такое нововведение. У нас сейчас не будет проблем, если дети наши учатся в этой школе, и мы можем спокойно отдать детей в эту же школу. Это очень прямо отрадно. Хорошая новость. Спасибо, Туяра. Вот как раз есть вопрос горячей линии. Внучке исполнилось в апреле 6 лет, ну вот, видимо, вот в ближайшие дни. Разрешается ли в таком возрасте идти в школу? Ну, получается, в сентябре будет ей там 6,5. Вот вопрос. Вот, в детском саду дети проходят комиссию, и должна быть готовность в школе. И они подают заявление, родители могут, если возраст ребенка меньше 6 лет 6 месяцев, заявление подают в управление образования, и при готовности школы и при наличии места мы можем принять решение о приеме в первый класс. Хорошо, Алексей, а если вот такая ситуация, что по прописке они живут, точнее не по прописке живут, да, а живут на съемной квартире где-нибудь, да, ну в районе, предположим, там Сайсар, мать-одиночка, может ли она рассчитывать на какую-то ближайшую школу не по прописке, а по факту ее проживания, может как-то подтвердить, что она там живет, или только прописка все решает, ну, регистрация? Решает только прописка. На незакрепленной территории можно подаваться только 6 июля. Поэтому, если наличия прописки нет, то надо оформить хотя бы временную прописку, чтобы податься по месту жительства. Ну вот у меня возникает вопрос тогда, да, вот исходя из того, что люди не могут подать по прописке, а могут только после 6 июля, допускает ли портал запись сразу в 2 школы? Ну вот как выпускники обычно, абитуриенты отправляют там свои результаты ЕГЭ сразу на 5 вузов. Вот в школах такое допускается, ну, чтобы подстраховаться каким-то образом? Школа допускается только подача заявления по закрепленной территории. И поэтому те, кто будут подавать заявление не по закрепленной территории, то им придет отказ портала. То есть, а когда у него тогда возможность будет еще раз записаться? Только в июле или может еще раз попробовать через портал, если отказ пришел? Как только придет отказ, то есть возможность сразу же податься повторно
уже по месту жительства. Вот такие случаи у нас были, и мы вот, школьным отделом решали вот эти вопросы. Хорошо, спасибо. Дмитрий, теперь вам вопрос уже касаемо в целом республики. Вы упомянули те районы, где сейчас активно они лидеры записываются с помощью портала. А сколько в целом первоклассников в этом году идет и какой процент из этих первоклассников они уже воспользовались электронной подачей заявлений? В этом году по прогнозам свыше 17 тысяч будет первоклассников. И на данный момент заявления подали из них почти что 8 тысяч. Вот к концу рабочего дня была цифра 7 900 там, с хвостиком. Сейчас, наверное, уже перевалило за 8 тысяч. Из них там почти что 5 тысяч по городу Якутску и 3 тысячи по районам. Хорошо, спасибо. Туэр, вопрос теперь вам, наверное, да? Я очень часто сталкивался и в комментариях, и в соцсетях, и везде вот этот вопрос дискутируют по поводу, скажем так, популярных и непопулярных школ. С чем все-таки связывают родители подачу заявления в какие-то определенные школы, которые не связаны с пропиской? Вот вы как-то мониторили эту ситуацию? Скажу сразу, конечно же, если это по городу Якутску, это центральные школы. Родители, конечно же, стараются попасть в эти, скажем так, новые школы, в гимназии, в лицеи. Это как правило, есть такое. Спасибо. Алексей Климович, наверное, все-таки вам следующий вопрос, который поступил к нам, когда мы анонсировали нашу программу. Звучит он так. Здравствуйте. Если мы живем на Хатын-Юрехе, первая дамба и прописаны пока что на улице Красильникова. Дом, где мы сейчас проживаем, он находится в собственности, но мы пока еще в нем не прописались. У нас многодетная семья и 2 ребенка идут в этом году в школу. Как нам быть в таком случае? Можно ли по фактическому адресу проживания зарегистрировать детей в 1 класс и как это сделать? Заранее благодарим. Так, пока у нас есть время, чтобы вы успели оформить регистрацию хоть временную, и можно уже подаваться уже по месту закрепления. Спасибо большое. А вот, кстати, по записи в Международную арктическую школу, да, ту школу, которая сейчас активно набирает детей, там пользуются порталом или же все-таки там индивидуальный подход и надо проходить какое-то конкурсное собеседование, возможно? Кто сможет ответить из коллег? Да, совершенно правильно. На конкурсной основе отбираются обучающиеся, предварительно подают заявление, это обычно в летние месяцы, и поступают по результатам конкурса в арктическую школу. А какое там собеседование, может быть, на что делать акцент родителям? Испытания по уровню знаний. Там только с 5 класса или с 1, может, там есть начальное звено? Нет, начального звена. То есть там только запись 5 класса, получается, среднее и старшее звено. Да. Хорошо, спасибо. Проблемы с записью в 1 классе стоят, понятно, в основном в городе Якутске из-за нехватки мест. И тогда, Алексей Климович, опять прошу вас подключиться к ответу на этот вопрос. Все-таки как быть, если не хватило мест? И бывает ли вообще такое людям, которые записываются электронно? Я просто сам помню, когда я подавал заявление ребенка в 1 класс, мы успевали в первые 3-4 минуты подать заявление через портал, и мы там уже были как раз 27 или 28, благо успевали в ту 30-ку, которая есть, но тем не менее ажиотаж был серьезный. А вот если мы бы оказались там сверх того комплекта класс, который формируют, как быть в этой ситуации? Ежегодно по школам, в которые поступает много заявлений, Управление образования, отдел мониторинга обрабатывает. Вот сегодня мы отслеживаем количество заявлений, и после обработки школы, операции, мы уже будем работать, определять ближайшие школы.
Это в случае, если у нас не будет хватать мест. Также вопрос будет решаться вот расширением, увеличением количества детей или при возможности открытием дополнительных. А, Дмитрий, а вот если взять не Якутск, а в целом республику, вот Алдан, Ленск, Мирный, там есть такой же ажиотаж с поступлением в какие-то определенные школы и нехватка мест? Или в целом в этих районах все благополучно? В целом в других районах благополучно. Такого ажиотажа по приему в первый класс нету. Но существует где-то порядка 10 районов, в которых есть, не хватает мест в целых школах, и образовательный процесс там в определенных, в некоторых классах организован в 2 смены. Туэр, а вот на ваш взгляд, какие самые популярные школы в Якутске? Ну вот как-то вы упомянули там центральные, а если их перечислить? Ну да. Ну, если их перечислить, конечно, это городской классическая гимназия, это ЕГМГ, Якутская городская национальная гимназия, это Саха-гимназия. То, что касается это вот лицеев, гимназий, да, а из общеобразовательных школ это вторая же школа, да, это 26-я школа. Но то, что вот как раз те школы, которые находятся по центральному округу, почему-то вот они очень популярны, да. Вот, кстати, вопрос с горячей линии. А как узнать, зачислили моего ребенка в школу или нет? То есть это только в июле мы узнаем? Нет, вот в течение 14 дней школьный оператор обязательно выходит на родителей, на обратную связь, и вы предоставите документы, и после обработки оператором вы уже будете конкретно знать, что зачислены в школу или нет. То есть в среднем получается, в течение месяца это точно будет. В течение 14 дней выйдет оператор, если документы какие-то надо будет донести, доносишь, и в течение хотя бы до мая ты уже знаешь, что, скорее всего, ты попал в школу. Правильно понимаю? Совершенно верно. А как быть с техническим лицеем, например, той же самой Алексеевой, да, авторская школа? Туда формируются ли комплекты класса начального звена? И если нет, то как туда определяют детей? Технический лицей Алексеевой, у нее нет закрепленной территории, и набор идет 6 июля. А там какой набор? Точно так же можно через портал, или же надо приходить лично писать заявление и проходить какой-то конкурс? Портал только дает нам прозрачность и снимает спорные вопросы. А так, приказом Министерства просвещения Российской Федерации 2 сентября заявление подается в любой форме. И в письменной форме, и электронной почтой. Поэтому, скорее всего, по городу нам очень удобно работать через портал образования. И, несомненно, мы видим очень большие удобства. Спасибо. Вот вопрос, который, наверное, Дмитрий Валерьянович ответит. Как узнать, какая школа находится по моему адресу? То есть вроде бы иногда бывает школа вот через дорогу, но по факту ты относишься к другой школе. Вот в районах, и в городе в частности. Это скорее относится к полномочиям муниципалитетов, но я отвечу, да. Согласно порядка, до 1 марта муниципалитеты должны издать акт, согласно которому будет закреплен, за каждой школой должно быть закреплены адреса, называемые закрепленные территории. Но этого нету в тех населенных пунктах, где единственная школа, или, например, в уровне образования есть начальная одна школа, школа. Такого в районах, конечно, крайне редко. Это только в крупных городах, либо в крупных населенных пунктах городского типа, где существует несколько школ. Тогда получается... Я хочу напомнить Дмитрия Валерьяновича.
На Алексей сайте Алексеевич. окружной администрации и управления образования вот ежегодно мы обновляем распоряжением главы города Якутска закрепленную территорию. И в нем вы можете увидеть конкретно адреса, где какая школа принадлежит, по какому адресу. Мгм. Спасибо, Дмитрий Ильич. Вот в продолжении вопроса. А вообще сколько детей должно быть в первом классе? 20, 30, 40? Нормативов раньше когда-то да, существовал 25 человек. Сейчас по действующему Санпину рассчитывается из учредителей учебного кабинета, который составляет, который учитывается из расчета 2,5 квадратных метра на одного ребенка. Но, к сожалению, в частности, в том же городе Якутске эта норма не придерживается. Даже в условиях сменного обучения мест катастрофически не хватает. Но, как мы знаем, обучать всех детей должны. Это конституционное право граждан на образование бесплатное и доступное. Поэтому в каждой школе, по каждому отдельному факультету выходит из ситуации по-разному. В частности, двухсменное обучение и увеличение предельно допустимого выполняемости класса. Мгм. Спасибо, Алексей Климович. Вот вопрос, да, поступил мне сейчас как раз редактор говорит на наш телефон. 17-я школа, поступило заявлений более 200, мест всего 116. Есть заявление с временной регистрацией. Будет ли какая-то проверка таких заявлений? И в продолжении вопроса Туяра Валерьевна, подключается ли родительский комитет к подобного рода проверкам, сверкам и так далее? Алексей Климович, сначала вы. Вот. В течение 14 дней вот оператор будет обрабатывать заявление. По дополнительным местам у нас с прошлого года Дворец детского творчества стало нетиповым образовательным учреждением, и мы открыли начальные классы. В этом году та же практика продолжится. По плану стоят открытие 2 классов, чтобы снять напряжение вот по 17-й школе. Туяра Валерьевна, подключаетесь ли вы как-то к мониторингу и проверке документов, которые поданы как родительский комитет? К сожалению, на сегодняшний день у нас такого нет. Алексей Климович, Мы не можем подключиться к подключайте мониторингу. общественность. Общественность, видимо, хочет. Дмитрий Валерьевич, да, теперь вопрос вам. Да? С прошлого года у учащихся начальных классов появилось бесплатное горячее питание. Насколько эта система работает по республике, в каких улусах лучше всего, на ваш взгляд, после того, как вы обрабатываете обращения людей, она организована правильно? Правительством республики заключено соглашение с Министерством просвещения, согласно которому в федеральный бюджет республики предоставляется достаточно большая сумма денег. На 2021 год более 1 миллиарда 150 миллионов. И рассчитывается норматив на одного ребенка, исходя из стоимости продуктовой корзины. То есть есть такое, что в разных районах норматив на одного обучающегося он разный. По городу Якутску сумма, конечно, чуть поменьше, а в отдаленных районах сумма будет больше от ребенка. Эти средства за первый квартал доведены до муниципалитетов и по информации муниципалитетов до всех образовательных организаций в процентном объеме. И вот буквально доведена сумма за второй квартал. Туяра Валерьевна, вот... Так как это будет по стандарту предоставляться, разницы особой нету, а как вот электронное питание, это уже скорее зависит от эту услугу, либо от самой организации. Спасибо. Вот как раз, Туяра Валерьевна, вот в данном случае, как родительский комитет, вы состоите в комиссиях по питанию, и как ваше отношение к карточной системе, которая планируется к вводу? Какие проблемы видите в этой сфере? Почему? Допустим, я в одном из выступлений слышал, что вы выступали за создание единого пищевого комбината.
Ну да, то, что питание детей в школе, это, конечно, для любого родителя это особая тема, и которая, конечно, вызывает множество вопросов у родителей. Особенно сейчас, когда остро стал вопрос вообще об организации правильного школьного питания. Мы считаем, что общественный родительский контроль, конечно, он обязателен. а, э, Он также решает вопросы, например, качественного и здорового питания обучающихся. А, Мы уже входим, да, даже вот в 2020 году при Министерстве образования создался рабочая комиссия по школьному питанию, где наши члены, то есть вот родительского комитета города Якутска входят в этот состав. Мгм. Что он делает, в общем, да? При проведении мероприятий, например, родительского контроля за организацией питания, оценивается первое, это соответствие реализуемых блюд утвержденному меню. Второе, это санитарно-техническое содержание обеденного зала, то есть условия соблюдения правил личной гигиены обучающихся, наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих, например, раздачу готовых блюд. Это наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд. Это также вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом, также качеством потребляемых блюд, информирование родителей и детей о здоровом питании. А то, что касается наличного расчета, в общем, в школах, да, он всегда вызывал ряд проблем, скажем так. В конце концов, столько нервов, столько, как говорится, времени тратится на это, сколько награть, кто сдал деньги, кто не сдал деньги. Это такие же короткие перемены, во время которых столовые должны обслужить большое количество учащихся, ходит на стояние в огромной очереди. Поэтому считаю, что внедрение такой автоматизированной карточной системы в школах это правильно и нужное дело. Отлично. Алексей Климентьевич, теперь... А то, что касается единого комбината питания, то это будет хорошо. это тоже надо. Хорошо. Алексей Климентьевич, вы готовитесь, что 1 сентября 2021 года первоклассники пойдут в школу в обычном формате, или для них будет первый звонок каким-то особенным, онлайн, например? Ну, конечно, привычный очный формат, и он любимый и имеет очень хороший воспитательный эффект. Но все зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации в нашем городе. Ну, на сегодняшний день у нас коллективы школ и наших детских садов и работники доп. Образования привиты. Мы сейчас готовимся ко второму этапу прививок. Это по тем работникам, которые болели. И думаю, что у нас будет достаточно эффективный иммунитет. И вот с декабря месяца у нас идут показатели, но бывают дни, когда 1-2 человека по системе образования города Якутска болеют ковид. И я очень надеюсь, что при соблюдении всех мер безопасности далее к началу нового учебного года выйдем в обычный, любимый наш очный формат, где дистанционная форма обучения уже будет только в случае, когда, как ситуация ОРВИ, переходили на карантин, вместо этого у нас будет уже. А в республике, как, Дмитрий Валерьянович, прогноз по районам? Тоже готовитесь к офлайн? По республике в целом не прогнозируются какие-то особые меры. Планируется то, что
в обычном очном режиме будет, значит, учебный год новый. Но, как говорится, все зависит от эпидемиологической обстановки непосредственно, которая будет осень этого года. Туяра Валерьевна, а родители будущих первоклассников закупили уже ноутбуки, а вдруг ситуация повторится? Или же все-таки надежда теплится и все будет хорошо? Конечно же, надежда теплится на очное обучение у всех родителей. Это хорошо. Мы готовы. Значит, родители хотят нашим детям самое лучшее, потому что лично я тоже придерживаюсь за то, чтобы обучение было очное, чтобы дети общались в классе, чтобы у нас была возможность их прямого контакта с учителем, чтобы видеть их эмоции, особенно наших первоклассников, ведь это наше будущее. Я хочу поблагодарить гостей в нашей студии. Это Алексей Климентьевич Семенов, начальник управления образования города Якутска, также главного специалиста отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия Дмитрия Валерьяновича Габышева и председателя родительского комитета города Якутска Туяру Валерьевну Колесову, которые всегда в любой момент готовы выйти с нами на связь и ответить на волнующие вопросы жителей республики. Я напомню, что мы сегодня обсуждали тему, связанную с поступлением в первый класс. 6 дней уже идет активно запись детей первоклассники в тех школах, где они прикреплены. Если вас заинтересовал этот эфир, вы можете увидеть повтор эфира на канале в YouTube. Смотрите, находите. Благодарю зрителей за то, что они активно присылали свои вопросы и участвовали в нашем общении с гостями. И желаю вам всего самого доброго. Завтра в эфире выпуск с Ириной Ефимовой будет посвящен дню рождения Рунета. Ну а в четверг мы с вами поговорим о здоровье и, в частности, постковидной реабилитации. Тема очень важная, так что оставайтесь с нами. Якутия Лайф на канале Якутия 24. Всем пока-пока.